Вашему вниманию 7-й бой открытого ринга. В красном углу Рыбин Максим, 21 год. Спортсмену вес 70 килограмм. Представляет клуб Сапсан. В синем углу Вадим Самборских, 17 лет. Спортсмену 67 килограмм вес. Представляет клуб Нокаут. Разница в возрасте 4 года. По весу немножко Вадим уступает там, на 3 килограмма. Вот. Но мы видим, что здесь уже ребята работают на дистанции, выцеливают. Встречаются они впервые. То есть до этого не работали. Но это разная возрастная категория. То есть у нас Максим работает в категории мужчин, а Вадим работает в категории старших юниоров. Поэтому, в принципе, они встречаться не могли ни на каких соревнованиях. Оба спортсмена занимаются больше 2 лет. Вот, но мы видим, что работа, в принципе, уже у ребят отличается. То есть и удары снизу идут, ручками, хорошо поставленный бокс. И ногами работают ребята. Но работа в основном проходит на дистанции. Максим Рыбин выглядит более таким атлетичным. Да, я бы сказал, подкачанный, но в росте он уступает. Вот, но видно, работает может, в тренажерном зале или все же недавно вернулся с армии, может, и там занимался. Это физподготовка? Да, физподготовка, конечно. Опять, что-то ему не везет. Попадает, да, внутренний. Получает официальное замечание за удар в пах Вадим. И заканчивается первый раунд. Такое бывает. Мы на повторе видим, как Максим поймал снизу левой рукой апперкот. Вадим защитился от ноги. Ну так Максим поувереннее смотрится в первом раунде, по крайней мере. Показалось, что он преимущество, наверное, на его стороне. Или как? Да, может быть и так. Для меня, мне показалось, в принципе, обоюдная работа, если честно. Вот идет подсказка. Тренер подсказывает Пыстин Валерий. А в синем углу я вот подсказываю своему спортсмену, как работать. Но мы видим, что здесь уже работа не на носочках, не челночок они не качают. Уже стоят больше. Более такая тайская работа у них на задней ноге. Пропустил, но рефери не отчитал, потому что удар был вскользь, то есть не прямой. Вот, идет подсказка, идет ему Вадиму, что нужно оттянуть корпус назад во время атаки и потом пойти вперед. Ловит Вадим в силу своего роста. Мы видим, что он левой рукой ловит атаку. Видите, 3 удара нанес Максим, но все вскользь, все как бы не достало цели. А Вадим потихонечку накидывает. Вот, хорошо пропускает Максим. Вадим хорошо его встречает правой рукой. Может быть даже такое, что Вадим первый раунд, немножко как перебоялся, что ли, опасался. А сейчас немножко вот начинает и левой рукой попадает, и ногой попадает по корпусу. Но опасаться-то было чего, потому что у Максима удар тяжелый. Да, конечно. Я подсказываю активно: держи правую руку, а левой рукой работай навстречу и суши ногу. Кто не знает, это термин, чтобы он работал по ногам, чтобы бил в ногу удар лоу-кик выше колена, чтобы противник думал уже о ноге, чтобы не перемещался. Он допускает грубую ошибку Вадим ближней дистанции, пытается ударить с развороту и подставляет свою спину. Мы видим, что Максим сделал захват, но ударом не достал. Отпустил ногу, кинул руку, не достал. То есть ему нужно было оставить захват и идти с ударом. Ну, Вадим пользуется ростом, в принципе, грамотно. Уходит от ударов в голову, за счет роста убирает. Да, конечно.
Мы видим, пропускает и переходит в клинч. Обрати внимание, что он сейчас Вадим пропустил удар ногой. Лоу-кик. Обрати внимание на то, что вроде так на видео не видно, что Вадим работает ногами по корпусу, да, но у Максима бок, если я не ошибаюсь, левый бок уже так, ну, видно, ссадины такие хорошие, да, отбит. То есть это говорит о том, что он пропустил пару ударов и дыхание, наверное, все-таки сбито. Второй раунд все-таки я считаю, что Вадим забрал, уверенно забрал в свою пользу. Вот мы видим на дистанции, да, то есть Максим кидает, не достает, а Вадим все-таки... Ага. Использует разницу в длине руки. Да. То есть, ну, тут уже установка тренера, то есть моя установка, я ему подсказал, как работать на дистанции. Между прочим, после этого боя мы немножко поменяли тактику ведения боя Вадима. Надеюсь, на следующих соревнованиях, там, открытом ринге, это будет существенно. Вот, видим, как подкосил ногу. Слез шлем. При переходе на клинч рукой скинул шлем. Вот. Активность зала довольно велика, то есть ребята подсказывают, зрители подсказывают, смотрят, идет активность. Мы видим, что и справа, из красного, из синего угла идет подсказка. Подсказывают, переживают за спортсменов. Максим понимает, что он проигрывает и что нужно работать решительно, жестко. А у Вадима, наоборот, задача сейчас стоит другая. Не дать набрать очки, не пропустить удары. Ну, опять левой ловит. Ну, я подсказываю, что пробил. То есть Максим после удара пропущенного головой потряхнул, сфокусировал свой взгляд. То есть в этот момент нужно было Вадиму идти. Еще раз поймал. Я прошу, чтобы отсчитали, но рефери не считает. Закончился раунд. Что? Ну, здесь было действительно 2 удара жестких, да, и... Но в силу того, что Максим у нас еще не... Я имею в виду, что... Тюхтин Максим, рефери, еще только учится реферить. Победа присуждается Вадиму Самборских.